Друзья, вы едите супы, первые блюда. Раньше, в моем детстве, мне кажется, что невозможно была трапеза в обед без первых блюд. Различные супы, борщи, замы и так далее. А сейчас современная диетология их полностью исключает. Но кроме каких-то только крем-супов, скажем так, на основе брокколи, шпината и цветной капусты. Действительно, ряд микроэлементов и витаминов, особенно группы В и С, испаряются во время долгой варки. Еще очень важно первые блюда правильно варить. Я, например, когда в магазине прохожу и вижу вот такой вот состав, вообще обожаю всю зелень. Всегда в моей корзине есть куча зелени, то мне всегда хочется замы. Хотя я первые блюда ем очень редко, и из них только вот заму могу съесть. Лично меня первые блюда очень быстро насыщают, наполняют мой желудок. Я после первых блюд больше ничего не могу есть, но потом очень быстро хочу есть. В общем, они меня насыщают на короткий промежуток времени. Поэтому, скорее всего, я их исключила из своего рациона. Вот, как полагается, выдержать паузу между трапезами 3-4 часа у меня после первых блюд не получается. Не знаю, напишите, как у вас. И вообще, любите вы первые блюда и как часто вы их кушаете? В целом супы – это легко усваиваемое блюдо. Мы его обычно едим, когда мы болеем, потому что у нашего организма мало энергии, а наш желудок быстро усваивает легкие супчики, особенно овощные. Поэтому оно, естественно, имеет место быть в нашем рационе. Решать вам, как часто вы их можете вписать в свое меню. Если любите, можете есть их и каждый день, если нет, можете их есть реже. Под этим видео напишу более детально про пользу и вред первых блюд. А я иду готовить, в общем, захотелось замы. Да, лапшу я покупаю готовую. Я не настолько хозяйка, чтобы сама ее готовить. Вот. Ах.